С вами вечерняя студия на телеканале ЮТВ. Мы в прямом эфире. Время подвести итоги недели и обсудить главные новости. Смотрите сегодня в выпуске. Весеннее половодье в Башкирии. Когда ждать окончания паводка? Специальный репортаж телеканала ЮТВ о жизни бездомных в Уфе. И как сделать парки и скверы республики комфортными для людей. Сейчас наша трансляция доступна ВКонтакте и на Ютубе. Оставляйте комментарии, все номера телефонов и контакты вы видите на своих экранах. Самые интересные мнения или вопросы мы традиционно зададим нашим гостям. А теперь вернемся к главным событиям недели. Давно Башкирия не видела такого серьезного половодья. Местные жители, конечно, беспокойны ситуацией. Некоторым уже пришлось покинуть свои дома в ожидании отступления воды. Это стало испытанием не только для жителей республики, но и спасательных служб. Ситуация меняется практически ежечасно. Спасатели следят за состоянием рек, где-то даже проводятся взрывные работы, чтобы устранить ледовые заторы. В некоторых населенных пунктах эвакуировали жителей. Глава Башкирии назвал нынешний паводок беспрецедентным за долгие годы. При любой чрезвычайной ситуации важно владеть информацией, чтобы избежать паники. Именно поэтому у нас сегодня в студии первый заместитель председателя Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, который готов ответить на наши вопросы. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, рады видеть в нашей студии. Ну и, наверное, начнем с оперативной информации. Расскажите, какая ситуация вот на данный час в республике? Да, на сегодняшний день у нас на контроле остается 37 случаев подтоплений. Нужно отметить, что вот буквально в последние дни количество сообщений в систему 112 сократилось. Это буквально за прошедшие сутки таких сообщений поступило 9. У нас по степным рекам пики уже прошли, и реки начали входить в русло. Также вот те случаи подтопления от талых вод, которые были на прошлой неделе, то же самое благодаря вот помощи муниципальных властей, спасателей. И в основном эти случаи тоже ликвидированы. И сейчас мы уже ожидаем дальнейший рост уровней рек горных. И по большим рекам это Уфа, Белая, Дема. Это про какие районы идет речь? То есть каким районам еще ждать подъема воды? Ну, если говорить о районах города Уфы, то в первую очередь у нас это низменные территории, да, это район мелькомбината, кооперативная поляна, дорога, населенный пункт Казарес, то есть это дальше сады в Калининском районе, в районе Шакши, в Ленинском районе, потом микрорайон Нижегородка, это если говорить о Уфе. Если говорить о районах и городах республики, то у нас определен реестр, это 257 населенных пунктов в 43 муниципальных образованиях. И вот эти все муниципалитеты, населенные пункты находятся в зоне постоянного внимания, и в случае необходимости соответствующая помощь будет оказана. Хотелось бы еще узнать информацию по тем районам, в которых уже случилось половодье, какая обстановка там сейчас и какие меры предпринимаются. Ну, в этом году у нас ситуация такая, что, несмотря на то, что в соответствии с прогнозом паводок должен был приходить в районе там, среднемноголетних значений и каких-то таких кризисных ситуаций не прогнозировалось, при этом здесь наложилось в этом году два фактора, да, и особенность этого года заключается в том, что была достаточно большая глубина промерзания почвы, и при этом изменились резко температуры, там у нас было там, минус 5, минус 7, буквально там, за 2-3 дня стало плюс 20. Соответственно, снег стал очень быстро таять, в воде просто некуда было уходить, потому что земля была промерзшая, и это все стало скатываться в русло небольших степных рек. И вот мы, если видим, проблема, да, такие небольшие реки, как Уршак, река Узень, которая туда впадает. И поэтому вот у нас в Кармаскалинском, Уфимском районе придомовые территории, сады были потоплены. То, чего вот многие люди говорят, что там или вообще никогда не было, да, или не было долгое время. Поэтому вот такая ситуация сложилась. Но сейчас еще кому-то нужна помощь или, в принципе, все уже в порядке, вы просто отслеживаете ситуацию? У нас республика, да, достаточно большая, да, и даже вот в зависимости от районов у нас разные ситуации. Если, например, у нас на западе уже практически там все, реки освободились от льда, в полях практически уже нет снега, то буквально вот еще сегодня мы в Белорецком районе на реке Большой Овзян проводили взрывные работы, потому что был затор на реке.
К счастью, вот благодаря 3 проведенным взрывам опять затор удалось ликвидировать, и река продолжает свое течение. Сегодня были еще взрывные работы, потому что вот вчера 2 взрыва, насколько я знаю, проводили. Сегодня еще потребовалось, правильно я понимаю? Да, вчера мы взрывные работы также на этой реке провели. Затор был устранен, при этом ночью, получается, лед, который сверху пришел, образовался еще один затор ниже по течению, поэтому сегодня наши спасатели совместно со взрывниками продолжили работы и к обеду эту ситуацию также ликвидировали. Ну, кстати, многие связывали причины такого мощного паводка как раз со взрывами, несвоевременных взрывах на реке. Ну, то есть ходят такие слухи, ходят такие разговоры. Действительно это так? Ну, здесь, смотрите, взрывные работы – это одна из превентивных мер. Да? Лед могут взрывать и заранее, или это применяется, когда непосредственно образуется затор на реке. Здесь нужно сказать, что есть заторопасные участки традиционные, и муниципалитеты, они и должны, и заключают ежегодно договора с соответствующими компаниями, командами, кто имеет право на проведение взрывных работ. И эти взрывные работы проводят заранее. Например, в этом году они заранее были проведены вот в Кармаскалинском районе, как раз, кстати, на реке Уршак. Вот. Далее, если мы говорим уже о проведении взрывных работ в тех местах, где затор образовался. Нам, к сожалению, да, Башгидромет не дает точной информации, когда и где образуется затор. И эту ситуацию мониторят люди с применением, в том числе у нас есть беспилотные летательные аппараты, в муниципалитеты проводят наблюдение за реками. И как только затор начинает образовываться, эта информация поступает, что есть опасность подъема уровня реки, и сразу принимается решение о направлении туда взрывной команды. То есть в реальном времени? В реальном времени, да. Но чтобы вы понимали тоже, да, то есть это работа людей с взрывчатыми веществами, это работа в особо опасных условиях, когда это нагромождение льда. Поэтому есть определенные правила по проведению. Там должны быть выполнены условия, определенные специалисты должны на месте находиться, раз. Во-вторых, ни в коем случае нельзя проводить эту работу в ночное время. Дальше движение команд по дорогам общего пользования возможно только обязательно в сопровождении ГИБДД в светлое время суток. И плюс, скажем, всего несколько предприятий, и у нас одна военная часть, которая имеет право проводить эти работы. Всего их на территории республики 5. Соответственно, с учетом того, что у нас республика большая, и, скажем, буквально в течение 1-2 часов провести эти взрывные работы невозможно. Поэтому требуется определенное время. Для того, чтобы пока следует взрывная команда к месту проведения работ, оказать необходимую помощь населению, да, и провести те возможные работы по разбору этого завала. У нас работают соответствующие муниципальные службы, спасатели им оказывают помощь. Например, вот если привести пример Дуванского района, да, то пока к месту проведения работы следовала взрывная команда, там находились спасатели Приволжского поисково-спасательного отряда. Они на судне, на воздушной подушке сами этот затор расталкивали, и как раз им это удалось без проведения взрывных работ. Затор пошел дальше, и опасность миновала. А вот в этих условиях людей хватает, чтобы обеспечить безопасность везде? Да, у нас людей хватает. Могу сказать, что буквально за последние 2 года по решению Ради Фаридовича как раз мы создали 2 новых зональных поисково-спасательных отряда на северо-востоке. Это один в селе Малояс, другой на Нуриманском районе, на Павловском водохранилище. Это как раз сделано для того, чтобы спасатели могли оперативно оказывать помощь. Вы еще сказали такой момент про то, что Башгидромет не может вам указать конкретное место, да, где образуется ледовый затор. И как раз на днях начальница Башгидромета Анна Казаева прокомментировала эту ситуацию. Я сейчас попрошу нашего редактора показать это видео. У нас паводок состоит из 3 составляющих: осенний процесс, зимний процесс и весна. Самый сложный процесс – это весна. Мы закладывали среднее состояние весны. И вот это аномальное тепло, его заранее никто не видел. Мы его увидели только в начале апреля. Мы дали заторное явление, количество увеличения заторов. Но, например, для тех же органов МЧС им важно на каких участках. Но спрогнозировать нашими методиками пока не возможно. Ну вот, возвращаясь к людям, могут ли волонтеры к вам присоединиться и как-то вам помочь? Есть ли такая возможность? Волонтеры присоединиться могут, и они к нам присоединились. Могу сказать, что здесь очень активную позицию занимает политическая партия «Единая Россия». Они активно в своих
приверженцев, да, в муниципалитетах к этой работе привлекают, они оказывают помощь. С другой стороны, мы на базе нашего учебно-методического центра Госкомитета проводим подготовку волонтеров не только там по паводку и вот по пожароопасному сезону, и в целом по оказанию помощи. Это в основном у нас студенты вузов, также есть и уже наши граждане старшего возраста, которые соответствующую подготовку проходят по оказанию помощи, о том, как действовать, например, там, при поисковых работах, и уже непосредственно совместно с нашими сотрудниками, когда эта необходимость есть, участвуют в соответствующих работах. Хотелось бы еще одну тему поднять. Буквально на днях в СМИ появилась информация о Павловской ГЭС и о том, что она начала сбрасывать воду. Мне кажется, недопонимание такое возникло среди жителей республики. Не совсем поняли люди, что происходит, и немножко испугались даже. Можете прокомментировать, что же это на самом деле значит и чем это опасно или не опасно на самом деле? Да, у нас для регулировки работы гидротехнических сооружений действует межведомственная рабочая группа, на которой обсуждается текущее состояние, прогноз и принимается решение о работе различных водохранилищ. Это не только Павловская, но, например, там Нугурская, Юмагузинская. Для того, чтобы правильно эту работу спланировать, нужно понимать, какие притоки сейчас идут к водохранилищу, да, какие прогнозируются, для того, чтобы как раз наполнить водохранилище в тот период, когда идут пики притоков. Это нужно для того, чтобы, во-первых, в населенных пунктах ниже по течению как раз вот минимизировать эти подтопления, это раз, а во-вторых, чтобы набрать водохранилище и чтобы в летний период все эти населенные пункты тоже были обеспечены водой. То есть здесь решается две задачи. Как раз если мы говорим вот об увеличении сброса с Павловского водохранилища, то с учетом текущей ситуации увеличился приток к водохранилищу для того, чтобы пока держать свободный объем, необходимый для того, чтобы в будущем можно было эти пики срезать, да, увеличился сброс. Для того, чтобы мониторить ситуацию ниже по течению, у нас создана целая сеть автоматических постов, это и на территории Нуримановского района, в Иглинском районе, в Уфе, которые как раз показывают, как этот уровень растет. И мы четко понимаем, через какое время какой уровень придет с учетом сбросов с Павловского водохранилища. Поэтому вот после того, как на межведомственной рабочей группе такое решение было принято, соответствующее распоряжение Камским управлением было дано на ГТС, было направлено соответствующее предупреждение во все муниципальные образования, в том числе и в городской округ город Уфа, о том, что будут расти уровни. И уже соответствующие службы, в том числе и мы, и администрация города Уфы, и управление гражданской защиты, принимает меры по оповещению населения, это раз. И в случае необходимости также будут оказывать помощь по доставке продуктов, перевозке людей в те места, которые будут отрезаны с учетом подтопления дорог. Нам пишут зрители, много вопросов. Первый, наверное, вот будет как раз сейчас в тему. А вообще, можно ли сейчас пить воду из-под крана? Какая ситуация на водозаборах? Ну, я могу сказать, что работа водозаборов, она полностью спланирована с учетом вот этих наихудшего варианта развития событий. Там, в зависимости от того, какие уровни будут больше или меньше, на качество воды это никак не влияет. И наши коллеги, скажем, очень ответственно к этому подходят. Качество воды, оно у нас постоянное. Ну и, насколько я знаю, контролируется во время половодья питьевая вода. Ну, да, то есть это делается в постоянном режиме круглый год, вне зависимости, там это половодье или летний период. Просто в половодье это делается еще более тщательно. Много вопросов касается Уфы и районов. Мы об этом обязательно поговорим чуть попозже. Сергей Белов спрашивает: здравствуйте, почему не учитываете, что вы 20 лет назад работали драг-машины, брали песок с русла рек, а сейчас этого нет. Создают карьеры. Это первая проблема. Ну, действительно, такая проблема есть. Здесь, видимо, имеется в виду то, что необходимо проводить очистку русел рек, там, берегоукрепления. Здесь нужно сказать, что это Министерство природопользования и экологии эту работу проводит. Там есть целая федеральная программа по этому поводу, действует и совместно с муниципалитетами. Такая работа проводится, и русла рек очищаются. Может быть, конечно, хотелось бы делать это в больших объемах, но, тем не менее, эта работа организована и проводится ежегодно. Вопрос из Зианчуринского района. Хотят узнать, там топит или нет. У нас на сегодняшний день по Зианчуринскому району на контроле случаев подтопления нет. При этом, если, соответственно, какие-то будут проблемные моменты, граждане могут обращаться сразу на телефон 112 или на горячие линии муниципалитетов, которые созданы по паводку, и необходимая помощь им будет оперативно оказана.
Да, кстати, на протяжении всего нашего разговора на экране вы можете видеть телефоны спасательной службы, а также сайт Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, где вся актуальная информация выкладывается в режиме онлайн. Хочется немножко поговорить и о прогнозах. Опять же, начальник Башгидромедцентра Анна Казаева на ежедневном брифинге озвучила прогноз на ближайшее время. Давайте посмотрим видео. В пятницу уже подходит холодный фронт к территории республики. Уже в воскресенье, в понедельник температура начнет снижаться. Самые холодные у нас дни – это понедельник, вторник, когда дневная температура не будет превышать 3-8 градусов, ночная -1, -6. В последующем вновь у нас антициклон будет продавливать, и температурный фон начнет повышаться. Но уже аномальных теплых мы не ждем. Дневная температура будет составлять 10-15 градусов. Кирилл Сергеевич, скажите, пожалуйста, что нам ожидать в ближайшее время и может ли еще что-то случиться глобальное или уже все-таки пик пройден и каких-то серьезных вещей ожидать не стоит? Ну, здесь смотрите, какая ситуация. Мы традиционно готовимся по наихудшему варианту развития событий. Да? Вот как мы уже говорили, что несмотря на то, что прогнозировалось более спокойное прохождение паводка, да, но температура там резко изменилась, и это наложило, скажем, усложнило ситуацию достаточно серьезно. Поэтому здесь тоже нам никакого повода для самоуспокоения нет. У нас еще и по горным рекам, и по большим рекам пики предстоят, и по прогнозу они пройдут где-то до 2 мая. Поэтому всем жителям, которые проживают вот вблизи рек, да, в тех населенных пунктах, о которых мы уже говорили, да, и вот на низменных территориях, необходимо максимально проявить внимание, бдительность, и если это необходимо эвакуироваться заранее, может быть, там посетить пока там родственников, или если некому ехать, это можно разместиться в пункте временного размещения. Такие пункты у нас есть по всей республике. Когда мы ожидаем окончания половодья? Ну, как я говорил, вот, после прохождения пиков, это традиционно конец апреля, начало мая, уже все реки входят в свои русла, и уже продолжаем в таком спокойном режиме. Мая все должно стабилизироваться. Да, в первой декаде. У нас есть комментарий от нашего зрителя по этой теме. Стабилизируется обстановка не ранее 9 мая, а не 30, не конец апреля. Когда пойдут грунтовые воды, тоже мало не покажется. Ну, как я уже сказал, у нас то, что касается весеннего половодья, да, несколько этапов проходит. То есть мы уже прошли этап с талыми водами, прошли этап теперь по пикам, по степным рекам, поэтому вот грунтовые воды, соответственно, вода, которая, скажем, тает, попадает в землю, да, соответственно, уровень грунтовых вод повышается, поэтому есть традиционные территории, да, в которых даже при таком малом половодье эти воды все равно стоят там в низине, да, поэтому мы традиционно тоже таким гражданам помогаем откачивать эту воду, муниципалитеты помогают, поэтому если есть проблемы по грунтовым водам, например, там попадает куда-то в подвал или еще что-то, вы также можете обратиться в свой муниципалитет, и необходимая помощь будет оказана. Я предлагаю плавно сейчас переходить уже к Уфе и к Уфимским районам, но перед этим давайте посмотрим и небольшой сюжет, который снял наш специальный корреспондент Егор Полторыхин. А вы, получается, не уезжаете отсюда вовсе? 8 лет я уже здесь. 8-я зима прошла. А сейчас не собираетесь вот во время паводка уехать на время? А зачем, если я здесь живу? Я как на пенсию вышел, так и здесь остался. У Юрия Лутфурахманова в поселке Вязовская Слобода, который находится недалеко от Булгакова, есть свой дом и небольшое хозяйство. Разливающаяся река Уршак досаждает мужчине и его супруге ежегодно. Но в этот раз стихия обрушилась на их участок со всей силой. Такого никогда не было. Мы и не думали, что так вот. Мы думали вообще,
как обычно, затопит. А видите, как получилось? Это ужасно что-то такое. Животных-то мы поднимали еще 11 числа вечером. Сегодня уже 13, они у нас вот уже вторые сутки здесь живут. Кролики, наверное, сдохли. У нас еще и кролики есть немного, кролики. Куры, наверное, тоже. Большие убытки? Ну, убытки, конечно 50 же. кроликов, считай. Ну Да, да, где-то в районе 50 кроликов. Ну и кур где-то, наверное, так вот. Чтобы доставить оператора к дому Лутфурахмановых, нам пришлось переплыть на веслах против течения весь их участок, минуя весь мусор, который сюда занесло. И такой путь до суши некоторым жителям деревни приходится проделывать ежедневно. Сейчас многие из них вывозят из затопленных домов вещи, чтобы хоть как-то уменьшить ущерб от внезапного паводка. И вы, получается, сейчас к детям уезжаете? Ну да, у дочери живем. Дня, наверное, 4, да? Дня 4 вода стоит, но такой первый раз. Такого не было. Сама вода пришла 2:30 ночи. Ага. Уже вот как она хлынула, это мы проснулись от того, что услышали шум воды. Это Уршак, да, река? Маленький, видимо, вышел из берегов. Ну, что-то же говорили, что взрывает, а я уже не знаю, где взрывали. Почему такой запор пошел? Но остались и те жители, которые свои дома покидать не хотят и прячутся от воды с детьми на вторых этажах своих домов. Через их соседей мы узнали, что они боятся нашествия мародеров. Добро куда вывозить? Куда? В город везти, что ли? Или здесь быть, или в город лететь? Это сколько времени потеряешь? И как везти? Чего засунешь? Телевизор, что ли, сюда засунешь? Или шкаф? Нет уж, все это так. Все в воде. Теплому полу, наверное, хана. Я сейчас скрыл палас. Вот снял стекла, окна, чтобы хоть немножко продувало, проветривало. Это все выносить надо. Вот братишка приедет, вытащим, тяжело так одно. Когда несколько дней назад река Уршак вышла из берегов и хлынула на улицы населенного пункта, помощь понадобилась практически всем жителям. Однако спасателей дождались далеко не все, и тогда спасаться пришлось своими силами. В первую очередь начали звонить в Кармаскалинский сельсовет. Нам сказали, что резкое потепление, что это паводок, вода резко не поднимется. Постоянно проживающих в нашем поселке примерно 50 семей. Свет отключили у нас, приехали сразу же, газ отключили сразу же. У людей осталась единственная связь с миром, это вот заряженные телефоны на сколько-то, и если они сядут, то даже не останется никакой связи у людей. Жители говорят, что спасатели могли медлить из-за того, что у их поселка нет статуса населенного пункта, и земля, на которой стоят их дома, по бумагам предназначена для сельского хозяйства. Нам по телефону предлагали помощь в плане эвакуации, спрашивали нас в соцсетях, нужна ли нам помощь, но, к сожалению, сюда, чтобы кто-то приехал и элементарно предложил помощь для эвакуации семей. Нет, такого не было. Когда мы покидали поселок, некоторые стали отмечать, что вода потихоньку убывает. Но члены семьи, которые остались запертыми в доме, рассказали, что за последний час уровень, наоборот, вырос на 3 сантиметра. В пресс-службе МЧС отметили, что многие жители поселка отказались от эвакуации. Еще спасатели подчеркнули, что готовы оказывать помощь пожилым и маломобильным гражданам. Что касается газа и электричества, то их не включат до тех пор, пока вода не покинет поселок. А произойдет это, по прогнозам спасателей, еще не скоро. Пик паводка продлится с 15 апреля по 3 мая. Егор Полторыхин, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. Кирилл Сергеевич, вот такая вот ситуация. Сады, но на территории сельхозугодий. Вроде как предлагали помощь, но никто их не эвакуировал. Прокомментируйте как-нибудь. Ну, я могу сказать, что для нас нет абсолютно никакой разницы. Люди проживают в садах или проживают в населенном пункте. Если помощь нужна, она обязательно будет оказана. И вот то, о чем девушка говорит, предлагали эвакуироваться, но они приняли такое решение, что в этом как бы нет необходимости. Я тоже и сам выезжал у нас, и заместитель премьер-министра Сагитов Юрий Криворич туда выезжал, и Кармаскалинский, Уфимский район, также с жителями беседовал. Какая помощь нужна, она оказывается. То, что касается эвакуации, да, действительно, больших подтоплений на этих территориях у нас нет, там, допустим, 1,5 метра, да, то есть в основном подтопленные территории там это несколько десятков сантиметров. Поэтому люди принимают решение, что да, если у них вода в дом не заходит, то в принципе они остаются в своем доме. Ну, сами решают. Если необходимость такая есть, еще раз говорю, что и в Уфимском, Кармаскалинском районе для
всех желающих есть пункты временного размещения. Они могут там разместиться совершенно бесплатно на любой срок, сколько нужно будет, пока вода не уйдет, и всю необходимую помощь им муниципальная власть окажет. Но многие не хотят уезжать, наверное, потому что еще боятся мародеров и боятся оставлять свои дома. Есть какая-то защита вот от таких людей? Ну, я могу сказать, что у нас в противопаводковую комиссию входят в том числе и сотрудники Министерства внутренних дел. И все такие случаи, когда происходит подтопление, они берутся на отдельный контроль, там, где нужно выставляться там, посты, если там дороги закрыты и так далее. И эта ситуация находится на отдельном контроле для того, чтобы не допускать там случаи мародерства. Я думаю, пришло время поговорить теперь и о столице республики, о том, что происходит в Уфе. Да, в Уфе ввели режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем. Распоряжение подписал мэр Уфы Сергей Греков. Он будет действовать для тех ведомств, которые будут ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Что у нас будет с Уфой? К чему нам надо быть готовым? Ну, как мы говорили, да, в связи с тем, что у нас притоки растут, сегодня уже текущий уровень 5 метров 70 сантиметров, а мы помним, что при уровне реки Белой в районе Уфы 6 метров у нас начинается подтопление, уже это получается дороги, населенный пункт Казарес, это дороги в районе мелькомбината. Дальше еще, если будет там 6.30, 6.50, 6.80, уже начинается подтопление в Нижегородке, в Ленинском районе, в районе Затона, потом Садовое товарищество, уже там начинается, это Демский район. Соответственно, вот мы видим, что в субботу-воскресенье по прогнозу Башгидромета и по прогнозам притоков с Павловского водохранилища, что вот эти подтопления начнутся. Поэтому еще раз всех жителей Уфы и пригородов призываем ответственно отнестись, свои поездки спланировать или исключить, наоборот, поездки, если вы планировали поехать в сады, которые находятся вот на этих территориях. И в случае необходимости, если вы находитесь там и началось подтопление, если вам нужна эвакуация, обращаться нужно на телефон 112, и необходимая помощь будет оказана. Нам пишут зрители как раз из Уфы. Дайте, пожалуйста, информацию по кооперативной поляне. Ну, по кооперативной поляне и по Нижегородке могу сказать так, что те жители, которые там проживают, да, они уже привыкли к тому, что эти территории, скажем так, она планово подтапливаемая, да, там все люди знают, на каком уровне начинается подтопление, там непосредственно дороги, их дома и так далее. Там уже подворовые обходы все проведены, розданы соответствующие памятки, созданы заранее противопаводковые штабы. То есть люди, даже если у них там нет телефона или там отключили электричество, могут эту всю необходимую информацию там получить. И опять же, если есть необходимость, могут заранее до начала подтопления эвакуироваться и разместиться в пунктах временного размещения. Пришло СМС от МЧС буквально вчера вечером, насколько я помню, либо сегодня утром, что уровень реки Белой к вечеру 17 апреля поднимется до 630 сантиметров. Ну, вы, в принципе, сказали об этом, что уже при 6 метрах начинается подтопление. То есть мы готовы к тому, что сегодня вечером уже начнется выходить река. Да, совершенно верно. У нас уровень подтопления в районе Уфы начинается на 6 метрах. Это у нас неблагоприятное явление, да, когда река выходит из поймы. А на 7 метрах 30 сантиметрах уже начинаются опасные явления, когда начинают подтапливаться вот, жилые территории. Ну, даже набережная у нас затопила. Да, начало подтапливать. Ну, набережная, она построена и спланирована с учетом максимальных, скажем, уровней по реке. Это все в проекте было учтено, поэтому вот эти территории, они на набережной тоже планово подтапливаемые. Ну, вообще, изначально набережная как раз для этого и строилась, да, как гидротехническое сооружение. И поэтому некоторые люди, видимо, не зная, не понимая этого, начали возмущаться. Действительно, что ее неправильно построили. А вот набережная в этом состоянии, в котором она есть, она сейчас помогает при паводке? Ну, я могу сказать, что это берегоукрепительное сооружение. Набережная как раз выполняет свою задачу для того, чтобы берег не размывался. Кирилл Сергеевич, у меня тоже есть один вопрос. Вообще, в целом, уже все равно заканчиваем потихонечку наш разговор. Хотелось бы узнать, на ваш взгляд, как вы оцениваете паводок в этом году, вот если сравнить, например, ну, последние десятилетия, возможно. То есть, действительно он такой масштабный или все-таки больше разговоров об этом? Здесь нужно сказать, да, что каждый паводок, да, он вот как человек, он индивидуальный. Не бывает абсолютно идентичных ситуаций по уровню рек, по пикам. Поэтому в этом году, как мы сказали, особенность такая, что резко наступила
теплая погода, начал резко таять снег, поэтому, скажем, прохождение паводка, оно чуть-чуть сместилось на ранние сроки, чем было в прогнозе. Да? Вот, это первый момент. Второй момент. Если мы говорим о прогнозируемых уровнях подтопления в районе Уфы, если вот то, что соответствует с прогнозом, который мы сейчас имеем, это 6 метров 50 сантиметров-7 метров 50 сантиметров, да, то это не самый высокий уровень, который был там даже за последние 10-15 лет. То есть все граждане, наверное, помнят, да, когда у нас были там и 8,5 метров, и до 9 метров доходило. То есть начиная там с 90-го года, за последние 30 лет таких паводков было там около 5-6. Поэтому в этом году, пока по прогнозам, это не самый критический паводок, который вообще может быть. Но при этом, с учетом того, что может измениться погода, да, и, например, пойдут дожди, это тоже сказывается, да, и пойдет приток соответствующий. Может, опять же, резко подняться температура. Поэтому, забегая вперед, скажу, что до, наверное, первой декады мая мы в таком постоянном напряжении и спасательные службы, и граждане, которые проживают на подтапливаемых территориях, наверное, будем находиться и должны находиться в такой постоянной бдительности. Нам пишут люди, и вот за что я люблю наших зрителей, нашего телеканала, что они самые отзывчивые, самые добрые. Только мы поговорили о волонтерах, пишет нам человек: имея моторную лодку, куда обратиться, чтобы помочь людям? Как раз вот я сказал, что это противопаводковые штабы, пункты временного размещения. Информацию вот такие ответственные граждане могут получить на нашем сайте Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Как раз мы для удобства наших жителей сделали там на картографической основе. Заходишь, выбираешь там наиближайший пункт, там есть телефоны ответственных, туда можно обратиться и предложить свои услуги, помочь в первую очередь своим соседям, наверное. А вот вы говорили про эту систему «Паводок 2.0», правильно я понимаю? И многие там сейчас отслеживают ситуацию, но как правильно пользоваться этой информацией, которая там размещается? У нас вот система «Паводок 2.0» с 2016 года начала внедряться. Мы сначала сделали небольшой пилотный проект для себя, посмотрели, что это эффективно, и начали дальше эту сеть развивать. В этом году мы уже сделали 44 автоматизированных поста. Есть две версии системы. Одна такая простая, понятная, да, для наших граждан, она размещена на сайте Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям. И вторая уже более подробная для специалистов, где есть возможность там прогнозирования, мониторинга, там, в том числе с использованием нейронных сетей, там различные прогнозы. Это для специалистов. То, что касается открытой системы для наших граждан, там все понятно просто. Заходите на карту, выбираете тот населенный пункт или пост, который вас интересует, нажимаете, там показывает уровень реки текущей, насколько изменился за час, за сутки этот уровень. Дальше там есть две линии, то, что желтая и красная, как светофор. Если приближается к желтому уровню, да, то это как бы говорит о возможных неблагоприятных явлениях, что река будет выходить из поймы, да, и вы уже можете подготовиться заранее. Если приближается к красному уровню, это говорит о том, что наступает опасный уровень, уже будет подтопление территории. Поэтому по каждому посту эти цифры, они индивидуальны. Поэтому можете заходить, пользоваться. Также можно посмотреть текущую ситуацию с камерой, которая на каждом посту у нас стоит, то есть текущее состояние водного объекта. И есть информация по пунктам временного размещения, то, что я сказал, где они находятся, они также в удобном формате на картографической основе. Также есть информация по действиям населения. Там есть памятка, ее можно распечатать, можно пользоваться на сайте, телефоны всех необходимых служб. Поэтому все, что нужно, вот в этом случае у нас на сайте размещено. Еще один вопрос от наших зрителей. Просим озвучить ситуацию с паводком, подъемом воды, район Шакши, Калининского района. Что ожидать? Как я сказал, у нас вот сегодня за сутки как раз по реке Уфа, пока это населенные пункты Наримановского района, мы зафиксировали рост воды более чем на метр, там 1,10 м, 1,20 м. Поэтому вот время, скажем, добегания вот этого уровня до Уфы, оно составляет порядка 24 часов. То есть мы видим, что сегодня вечером, завтра утром, так же, как и по реке Белой, в районе Шакши уровень тоже будет подниматься и подходить к возможным значениям подтоплений садовых территорий. Последний вопрос. Тем людям, кто уже столкнулся с этой ситуацией, и те, кому еще предстоит столкнуться, как действовать? Ну да, что делать? Как вести регламент. себя? Буквально, вкратце, если можно. Основные понятия, да, если вы уже
находитесь на подтопленной территории, то необходимо обратиться к спасателям на телефон 112, сказать, что такая ситуация случилась, чтобы вам могли оперативную помощь оказать. Раз. Второе, нужно собрать, самое главное, там, важные документы, деньги с собой, запас продуктов, если это необходимо. Также, если у вас есть животные, то если там какая-то крупнорогатая скотина и так далее, то их необходимо отвязать, выпустить из загона, постараться на какие-то возвышенности перевести для того, чтобы они могли спастись. Вот. Дальше, если вода там очень сильно прибывает, быстро, да, экстренно, то тогда необходимо уже подняться на какие-то верхние этажи своего дома или там на крышу и там ожидать помощи спасателей. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы поделились информацией с нами. Я надеюсь, что весеннее половодье скоро нас покинет и никто не пострадает, все будет хорошо. А мы сейчас, наверное, прервемся на небольшую рекламу и после перейдем к другим новостям. Спасибо.